Очень белорусская. У нас в Барановичах так каждого второго зовут. Я могу даже описать, что это за сцена была. Цікаво, вельмі цікаво. Привітання, сябры! Глядзіце-ка. Добрый вечер. Мы зноў з вами. Всем привет. Я Ксюша, это Лёша. Вау, всем привет! Как вам наш Привет, предыдущий выпуск? Обязательно пишите комментарии под этим, чтобы YouTube нас поднял, потому что мы новый молодой канал, нам нужны ваши лайки, внимание, Да, подписки, интерес и признания. внимание к белорусскому контенту. Добре, што з'явілася ввогуле такая беларуская перадача. Больше белорусского контенту нехай з'является. Даёш больше контенту на белорусском. Просто интересно, что Лиза для нас приготовила в этот раз, насколько будет сложно. Что-то по Олимпиаде Буслик мне подсказывает сердце. Сёння мы адгадваем сусветныя фільмы і серыялы, у якіх прыгадваецца Беларусь. А упоминается в плане текстового, либо там могут какие-то локации быть, например. По-разному, да. О, давайте. Теоретики. Я должна знать это. Я знаю, о боже, Я это знаю же Шерлок. Блин, я только Чернобыль помню. Там кусок филфака мы его снимали. Ну А ладно. Гарри Поттер будет? Вы Гарри знали, Поттер? что Хагрид был в Минске? З якога мультсерыяла гэты аўдыёфрагмент? Противостояние белорусских фермеров и белорусского правительства привлекло внимание мирового сообщества. Один человек готов разрешить этот кризис. И имя ему — Иисус. Ну, пусть будут Гриффины. Это Саус Парк. Да? Потому что там, ну, точно было Предсказали будущее? такое. Нет, предсказывают будущее Симпсоны. Саус Парк. А ты ведаў? Так, А чому ти не нажав? ну, коли ласка. Соус Парк. Нет? Соус Парк? Есть. Соус Парк топ, дякую. Хоть так. Только обычно проблемы решает не Иисус. Это А в слишком колхоз он философски. приходил? А коровы обосранные были? Везде, где бы Беларусь не упоминалась, это как упоминается какая-то перда, в которой вообще все плохо. Ну, не так уж они не правы, да, но все-таки... Не, ну, не везде. Противостояние белорусских фермеров и белорусского правительства привлекло внимание мирового сообщества. Галоўны герой з'яўляецца грамадзянінам выдуманай краіны Караказіі. У яго руках можна разгледзець вадзіцельскае пасведчанне, дзе месцам жыхарства значыцца горад Гомель. Кракозия, да, это, ну, в русской версии и в оригинале. Кракожья — это терминал. Не, ну Кракожья — это единственный фильм, который вообще есть с этим словом, наверное. Ну, это Том Хэнкс. Так. Это терминал. Угу. Том Хэнкс. Так само подумала про гэта. Терминал? Классно! Офицер Торрес, вы когда-нибудь были в любви? Хватит, Виктор. Я не памятаю, что Том Хэнкс, ну, типа, з Беларусі, з Гомеля. Что там, слушай, на этом посвящении написано? Там имена, фамилии какие? Мужские, женские? У руках Тома Хэнкса можна разгледзець пашпарт з гербам Беларусі і вадзіцельскае пасведчанне на імя Гуліна Гульнара Надыраўна. Праз некалькі гадоў пасля выхаду фільма высветлілася, што правы кіроўцы цалкам рэальны дакумент. Жанчына па імені Гульнара Гуліна сапраўды жыла пад Гомелем і ў 99-м годзе эмігравала ў ЗША. Ну, тут хотя бы не ебкочка-бичка, Да, а что-то да. настоящее. Были более кринжовые. Да, там с Мэттом Дэймоном, эти, по-моему, да, когда тупо там. набор кириллических букв. З якога серыяла гэты аўдыёфрагмент? Думаю, Дэвид захочет послушать несколько лекций. Конечно, он же ученый. Нет, просто он 8 лет провел в Минске, и прямые солнечные лучи могут его убить. Это друзья. У Фиби был парень из Минска, он ездил в Минск, он там физик какой-то, что-то такое делал. Это друзья. Friends. Я просто по переводу одразу з першої хвилини чула. Я чекала, поки ти натиснеш. Это просто по озвучке можно угадать, ну и по имени героя. Дэвид. Парень Фиби. Мы знаем, что его решили отправить на край света, и, конечно же, он какой-то ученый-геолог, и он отправился в Беларусь, потому что, ну, как бы дальше там ничего больше нет. Блін, вони нічого не ведають про наші країни вогуле. Господи, неужели хоть что-то я могу сегодня угадать? Но Я думала, я тут тебе вообще без повезло с шансов. партнером, который не смотрел просто ни одной Слушай, серии. повезло. поэтому- Это тебе повезло с партнером. У тебя 2 подряд было. Просто он 8 лет провел в Минске, и прямые солнечные лучи могут его убить. Галоўнаму герою дэтэктыўнага трылера 2010 года прыйшлося ўступіць у бойку з мафіёзі, якія гавораць па-беларуску. Александр, тебя ждет старый знакомый. Что? И он не подобно на Пирса. Босс сказал, что может быть неподобный. Беру. Пірс. Ну, это ж «Тости в Венеции», так?
Там ёсць слова Венецыі, я ведаю. Я ведаю, гэта цудоўнае кіно з Джонні Деппом. Призраки Венеции — это іншее. Вот это прикол! Это фильм Анджелина Джоли и Джонни Депп «Пассажир». Нет. Я памятаю кадр, як ён там едзе у цягніку і чытае нешта, і там сядае да яго жанчына, штосьці такое, так? Турист? Ладно. Ну, что ты Турист это, турист. ну да. Ну, я бы никогда в жизни не вспомнила Я тоже по тексту. нет. Інтурист. Турист! Турист. Вот это, конечно, белорусские мафиози, ничего себе. Тросянка, а не белорусский бюро. Это да, я что-то даже не разобрал. Но... Так а что за фильм был? Турист с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом. Один раз этот фильм смотрела, его второй раз вообще не прикольно смотреть. Его вообще даже первый раз не прикольно смотреть. Хороший фильм, всё кстати. пошло хорошо. Неплохой. А у меня, ведаешь, что в голове першее? Я не агучила. У меня было типа пианист, альбо что-то такое. Я памятаю, что вось ист. И он не подобный на Пирса. Бо сказал, что может быть неподобный. Беру. З якога серыяла гэты аўдыофрагмент? Где это мы? В Беларуси. Что? Ты в курсе, что отчебучил твой братан? В курсе. Бальтазар бывает импульсивен. Объясни-ка. С кораблем мы не связаны, так за каким хреном судьбе нас убивать? Может, это Шерлок хотя бы? Да опять нет, да боже мой. Гэта Шерлок. Бальтазар. Вот мне что-то вот где-то слышал, но Бальтазар. Это Швентот Шеф Крули. Я могу даже описать, что это за сцена была. Это сверхъестественное. Там была сцена, там, где они искали ангела, которого звали Костель. Сверхъестественно? Што? Адкуль ты гэта ведаеш? Так, может, это сверхъестественное? Матка Господня, я не смотрела ни одной серии. Они не искали, он их перенес, да, куда-то от опасности, и, типа, они такие стоят, тут такая стена леса, темно вообще все, и они такие: братья Винчестеры, где это мы? А он такой: в Беларуси. И они такие: что? Блин, как в жизни прямо. Только у нас наоборот. Ты из Беларуси телепортнешься куда-нибудь подальше. Гэта не адзінкавая згадка Беларусі ў серыяле. Другая здараецца ў 13-й серыі 8-го сезона. Сюжэт пераносіць гледача ў Віцебск 1944 года. Праўда, горад убачыць не атрымаецца, бо дзень адбываецца ўначы. Ну да, в общем, Беларусь — это как бы Кузница пристанище. вампиров. Кузница всяких ужасов, по мнению Голливуда. Я точно знаю, что там были какие-то всякие паранормальные штуковины, они более религиозные. Есть два выбора. Либо это секретные материалы, либо это сверхъестественное. Но так как там про инопланетян речь не шла, соответственно, мы убираем секретные материалы, и у нас остается сверхъестественное. Где это мы? В Беларуси. Что? Пятая частка гэтага шпіёнскага баевіка пачынаецца ў Мінску. Галоўны герой чапляецца за крыло аэробуса, каб прадухіліць пастаўку хімічнай зброі. Ну, давай. Миссия невыполнима. Да, с Томом Крузом. Как раз аэропорт там наш. А, гэта Mission Impossible. Так. Я вспомнил. Миссия невыполнима? Да? Ну, как бы было просто единственный вариант, который подходил, мне кажется, под этот. Правильно я кажу? Том Круз? Ну, конечно. Ну, у меня просто ты почала читать, и у меня в голове его твар просто. Я говорю... Кто еще мог цепляться за крыло, если это не Чак Норрис. Если это не Чак Норрис и не Брюс Уиллис? Там Еще не было этот, вроде который в почти. шпагате сидел. Ван Дамм? Ну, он-то предотвратил хотя бы. Не знаю, кстати. А вот что-то не видно, что предотвратил, кстати. Ну где он сейчас? Он у саентологов. И поэтому в мире все так происходит. Неправильный Том выбор Круз, если человек ты сейчас сделал. смотришь, а ты по-любому смотришь, ну отреагируй как-то. Пожалуйста. Сейчас открой дверь. Офигеть! З якога мультсерыяла гэты аўдыофрагмент? Наталья, останетесь у нас навсегда. Да, пока силы безопасности Беларуси не найдут меня. Простите, что? У Натальи быть враги до отъезда из Беларуси. Это Гриффины. Ну это Гриффины. Какие-нибудь Гриффины? Окей. Я так само вельми люблю Гриффина. Ну, это вот про эту няню, которая тебе рассказывала. Няня А что это? Терминатор. Гриффины? Гриффины. Боже, там же про эту няню, которая там стреляла, у нее был паркур и вот это все, да? Хотелось бы избавиться от этого стереотипа, чтобы не показывали, что белорусы так говорят. Ну, Так. типа на ломаном языке выглядят как терминаторы. Ну ты малайчынка. Причем ты не глядишь Гриффина. Откуль ты это ведаешь? Я не ведаю, я просто интуитивно.
Я сверхъестественно так сам не глядела. Как мультсериалы любят Беларусь. Что-то ж там кто-то есть. Наш свой человек там просто. Стопудово есть свой человек. Да, пока силы безопасности Беларуси не найдут меня. Простите, что? У Натальи быть враги до отъезда из Беларуси. Я принц Алексей из Белоруссии. Приятно познакомиться, принц. Я улетаю в свою страну, чтобы отметить открытие нефтепровода. Не хотите присоединиться? Мне надоел колледж, и кто вообще откажет принцу? Чудесно. Тем более из Беларуси. Очень приятно. Тезка принц из Беларуси. Какой колледж? Тебе 40 лет. Ну, обычный 40-летний Ты колледж. эскортница. Это не Тайны с Смолвиля? вампирами. Так, ну давай отталкиваться от того, что это молодежный сериал. Она учится в колледже, и, судя по всему, это такой молодежный сериал, что нам с тобой было, лет по Но 8, это что-то когда он не вышел. свежее. Это что-то такое абсолютно не уже... свежее. Я эту девчонку памятаю. Где она была? Power Rangers? Сплетница. Да, серьезно? Ну, я вообще даже никогда не смотрела. Моя жена бы ответила бы сразу на это. Она бы моментально кнопку нажала только по скриншоту. Насамрэч, пазней становіцца вядома, што Алексей ніякі не прынц Беларусі, а звычайная прыслуга. Ну, было понятно, что если человек говорит, что я принц какой-то незнакомой никому страны, что это какой-то обман. Это многое говорит о том, насколько Беларусь известная страна в мировом контексте. Расстраиваясь из-за того факта, что когда нужно упомянуть какие-то ебня, нужно упомянуть какое-то место, где сделано чудовище. Интересный факт, что главный актер сериала «Сплетница» играл в фильме, который снимался в Беларуси. И это было в 2019 году. Это был фильм «Вражеские линии». Я принц Алексей из Белоруссии. Приятно познакомиться, принц. З якога фільма гэты аўдыёфрагмент? Мое имя Джордан Джованович. Я дитя Беларуси, сирота из твоего племени. Я дитя Беларуси. Джордан Джокович. Я памятаю, что я сам это перематывал несколько разов, я не мог спиниться. Это Джон Уик. Да, это как раз-таки тот самый Джон Уик. Ну, это Джон Уик, это понятно. Ну, кажи. Джон Уик. 1 или 2? Я могу сказать музыку, которая звучала Не, в ну это фоне, популярный назвать мем. автора. Это очень популярный мем «Я дитя Беларуси». Все белорусы так Классика разговаривают. белорусского мемоводчества. Ты вот назвала б своего сына Джованни. Соправдное белорусское имя Джованни. Очень белорусская. У нас в Барановичах так каждого второго зовут. У меня соседа так звали. Мое имя Джордан Джованович. Я дитя Беларуси. То есть Шерлока ты нам не покажешь? Артем, тебе сподобалося? Цудовно. Вот такой вот выпуск. Да, вот Ну, было любопытно. Это же не все, наверное, будет еще продолжение. Пишите, возможно, вы знаете еще какие-то сериалы и там, любое кино, где упоминается Беларусь, что мы не упомянули здесь или не отгадали тут. Может У меня быть, есть такой сериал «Агенты Щит», первый сезон, по-моему. Гэта крыху, конечно, смешна, што Беларусь згадваецца ну неяк так з насмешкай ва ўсіх гэтых амаль фильмах и сериалах. Мы должны создавать себе какой-то более приятный, качественный имидж. Даша, все в наших руках. Это правда. И в ваших тоже. Таму падтрымлівайце яшчэ раз, скажем вам. І нагадваем, беларускае. Слухайте, читайте и глядите белорусское. До хуткай сустрэчы. Цісніце Так. на падабайку. Так. Подписывайтесь на канал. Оставайтесь с нами. Берегите себя и своих близких. Не без этого. Пока. До сустрэчы! Ёсць такі актёр Ігор Сігоў, які здымаўся ў 10-м годзе у кароткаметражцы The Doors пра чарнобыльскую катастрофу. Ён быў пакліканы на номінацыю «Оскар». Канешне, гэта было смешна, калі ўсё міністэрства пісала, што «Беларусь на Оскаре!» Хаця ніхто там не здымаў кіно, але ўсё роўна гэта было прыемна.